Всем привет, с вами Вероника. Если честно, я не до конца выздоровела, поэтому можете слышать, что мой голос немножко хрипит, так скажем. Еще эта реакция не запланированная, потому что по списку, по расписанию реакция должна была быть на Молданазара. Она будет, но вечером, и поэтому я решила сегодня выпустить реакцию на Кешью, Кала и Гана. Новый состав. Если честно, я не понимаю, почему эта группа так часто меняют составы. В принципе, как и в русской группе Viagra, тоже у них, там каждый раз... Ой, что-то мне вообще плохо. Каждый раз тоже меняют составы. И меня каждый раз спрашивают, почему я поправляю хвостик, потому что я вижу свое отражение и думаю, что я страшная. Вот. Даже смеяться не могу, у меня голос, как не знаю, как у кого. Ладно, начнем смотреть. Говорить много вообще, если честно, не могу с голосом, вообще беда. Поэтому, ладно, начинаем. 1, 2, 3, поехали. Деді биікке тек жет үміттемі күйіктен күштеді төбеңе кел жақұтай жайна шетен тыс күншілдік кешегім едің тек жетсен де басқарғармын дейсің ау жаным бүгін қандайсың болды қалауың ешкім де білмейді құбылған алау сағым өмірдің заңы бүгін балтатқанға мәңгі масаттанып берілме мақтанға шаттанба бағынан қорғалып біреу жүр ұрланып ештеңе болмайды бір қалып қалай ғана оңай ғана арманыңа оңалады кешім үштен соң біткен соны менде сон өмір соңына келген соң өкіну кеш айта береді инсон туылсаң бір күн жылтыраққа мәз боп алданып басты жайқар бір күн мұңайдар мәңгілік жаздар болмайды ештеңе біліп қой бәрі көрген өкінбе ертең жаным ай жүре біл тура жолдарменен аямас адасаң бұл өмір білмедің білдің бе қып-қызыл күлгінде тікені болады гүлдің де қалай ғана оңай ғана арманыңа жыр айнала жете салам кете салам өмір жолысын қысқа тарда түнде жауап болмас сенде менде өмір бір сәтке болғандай сапалы алтыңа қарағым мұң айтпа қапалы ант беріп уәдеден тайдырды жан қалайша тау тебеге өрмелеп пәрменің бүгін амалша қалғаныңда оңаша түйсігіңнен қоңаша шамы жарық бұл әуеннің жылы лебір тамаша қапақша ұшып қонып көздегінен айрылған жаңа жылу бере тұғын әуендегі тамаша кеудеңе төнген уайым жібереді былығы толы көздегеніңе жөнелтеді заманай көңілдемін мазалайды бәсекелік әуреге бәйгеге ойды деді үмілдеді жүректерді кірлетеді әшеке кейпіңе көріп береді шыққан ебірде білімнің сыры матадан әрі тәніңен әрі қалай ғана оңай ғана жыр айнала жете салам
Да, чуть-чуть, конечно, странный клип, если честно. Не знаю, сначала в начале клипа я думала, что их 3, потому что, как бы, я насколько помню, что в составе Кеш Юсели, да, 3 человека было. Потом откуда-то взялась 4-я. Просто когда начали танцевать вообще-то как танец, и там появилась 4-я. Непонятно, короче. Заметила то, что какая-то темненькая из них, там их, конечно, 3, я не помню, какая точно, старше всех по возрасту, ну прям по ней видно, что она старше. Светленькая девушка, казалась более симпатичной среди них, у нее такие более милые черты лица, и видно, что она только, как бы, может, скорее всего, она и есть новенькая, не знаю. Клип, честно, качественный, да, согласна, но задумка клипа, как бы, я поняла, что, типа, это как такой показ мод, в стиле, знаете, вот, американской истории ужасов, типа, да, вот что-то с этим связано, серьезно похоже на это. Вот, не знаю, кто-то там один на одном моменте взяли высокий нот, вроде это блондинка, и, короче, тут как-то это не в тему. Как бы, что еще могу сказать, рэп-версия тоже, как бы, ну, нормально вышла, но, как бы, это все-таки не Кеш Ю, это что-то, как будто уже группа совсем другая. Не этот стиль, как бы, стиля Кеш Ю, который я, как бы, до этого слушала, его, как бы, нет, он как будто пропал, не знаю. Девочки сами по себе, и как-то вообще сплоченности я вот почему-то это, не знаю, не увидела. Может быть, как бы, это мое, конечно, личное мнение, но что-то, как бы... Блин, не знаю. Тут, конечно, в комментариях написано, что можно включить субтитры. Ну как бы это там на казахском, да, но все равно мне будет непонятно в любом случае. Что еще? Блин. Сколько, когда смотрела клип, хотела столько всего сказать, а когда клип кончился, у меня просто все из головы. Сейчас я начну чуть-чуть клип листать, и на некоторых моментах буду говорить, что мне не нравится. Как потом сами можете пролистать этот клип. Во-первых, эти белые костюмы. Ну, блин. Кстати, вот, да, на некоторых моментах они выглядят как настоящие женщины, девушки уже в возрасте. И во время показа, когда они идут как бы по сцене, одна девочка такая с такими вот штучками, как не знаю, как их называют, из нее делают подростка. Зачем? К чему это? Я понимаю, что это, конечно, модно, стильно, но все-таки это не то, что подобает, как бы, ну, девушке в возрасте уже, по сути. Еще, да, вот сейчас нашла момент. Это примерно минута 48. Макияж. Зачем, господи, делать такой сильный макияж? Зачем красить губы в такие цвета? Я не понимаю. Блин, ну... Не знаю, мне когда, короче, вчера писали, типа, сними реакцию, многие писали, и один комментатор мне написал, лучше ей это не смотреть, ей не понравится. Как бы, ну, на самом деле, может быть, песня, да, но песня, серьезно, у меня на повтор она не пойдет, потому что, ну, я мне ничего такого прям вот крутого не увидела. Девочки, новый состав, как-то мне вообще, ну, не прижился он, не знаю, кроме той блондинки, потому что она как-то более-менее миловидно на лицо выглядит. Даже имя, кстати, их не знаю, имена. В конце вот этот вот момент с шариками над головой, это что-то вообще выше моего понимания, не знаю. Но, скорее всего, я же говорю, это больше как жанр такой американской истории ужасов, потому что на некоторых моментах показали вроде как двух братьев, они там похожи, потом две женщины такие с рогами стояли. В принципе, как одета вся массовка как была одета, что-то было на это смахивающее, не знаю. Как-то, блин, мне непонятно. Тут тоже в начале видео такая девушка, такой макияж, у нее там розовые веки, бутылки пивные или что ли, какие-то бутылки на голове, там замотанные волосы. Какой-то странный, серьезно, клип. В одном моменте показали парня и девушку, это вот 3:25. Как бы, если клип будете смотреть, как просто пролистайте. Вроде девушку, думаю, симпатичная, потом показывают, какой, смотрю, через стакан, она оказывается страшный. Я такая, что, где суть этого клипа? Может, я, конечно, на самом деле что-то, ну, не понимаю, но, блин, не знаю, ну, что-то как-то мне... Ну, как-то...
непонятно, что, короче, с Кишью случилось. Там продюсер у них тот, не тот, я не знаю. Ну, вообще, короче, они пытались снять в жанре, так скажем, кью-поп, больше к молодежной сфере подкатить, да, но это как бы не очень хорошо получилось, и не понимаю. Как бы намного лучше было, если, конечно, я бы вот рада была, если бы Камшат, Айдан и Жанна воссоединились, блин, это был нормальный золотой состав Кишью, чьи песни было охота как бы слушать на повторе, у кого на самом деле есть голоса и хоть какой-то вот, не знаю, там азарт в глазах, да, хоть какой-то, блин, ну я не знаю, какое желание, тут короче, я не знаю. Ой, что-то, конечно, это для меня просто, не знаю, может быть, короче, я честно не знаю, что за состав новый, поэтому, пожалуйста, напишите мне про эту блондинку девушку, там еще какие-то были, короче, не знаю. Ну, как бы лично мое мнение, да, появилась группа 91, после группы 91, которые как бы прославили Казахстан, на самом деле, прославили Казахстан не только как в пределах СНГ, там, Азии, а в пределах вообще всего мира, потому что 91 слушают и в Америке, я как бы насколько знаю. Ну, короче, все, кто имеет доступ в YouTube, как бы и те, кто долго там сидит, они про 91 в принципе знают. Вот. И все просто группы поочередно, так скажем, начали снимать похожие клипы на 91, делать подобную музыку. Та же самая Айри, как бы не хочу не оскорблять, но просто как бы сравнение. Айри шоу, ее как бы там не знаю, как копирование какая, не знаю, какая песня. И что она сняла потом, Шока Сндана пела, не знаю, как песня, не помню, как песня называется. Просто, блин, ну две разные песни, и как бы вот это как раз Шок, она была под кей-поп версию типа сделана, ну там, короче, ничего такого прикольного я не видела. Айоми появились, Айоми, я не знаю эту группу, конечно, может быть, она и снимала до этого тоже так же, но Айоми тоже сделали что-то похожее под больше такой современное, даже не скажу, не кей-поп, там ничего, а более современное направление с их танцем, вот так вот. Сейчас, насколько я знаю, выпускаются новые группы, новых агентств, Брат Ербалата, Епсалат выпускает группу, девочки Кристаллс появились, скоро Black Dial будут. Очень много групп, и все хотят быть кей-поп, и такие, вау, мы все, короче, там крутые. До этого какая-то должна была выступить группа, выпуститься, да, но их закрыли. Зачем, почему, ничего не понятно. Зачем вообще, вот, я, конечно, понимаю, что да, но сразу так много новшеств, так много групп, ну, это нереально, просто, я понимаю, да, Казахстан тут 91-й еле-еле как бы принял, да, как бы многие старшее поколение до сих пор против этих парней, а если сейчас девушки там пойдут и будут красить волосы в зеленый, в синий цвет, не знаю как, может быть, конечно, к ним снисходительнее отнесутся, но все равно, как бы, Казахстан это все-таки страна традиций, обычаев, и что-то новое все-таки будет долго входить в колею и долго будет, как бы, вот, как бы, ну, чтобы, короче, все поняли, потому что не все, на самом деле, будут поддерживать, короче, их, не знаю, я не только насчет девушек говорю, я просто говорю насчет всего сейчас этого нового направления, которое появляется в Казахстане. Ну, что я как бы просто сейчас пролистываю комментарии, пытаюсь посмотреть, и никому, по сути, никому не нравится клип, вообще ничего. И некоторые пишут, лучше включить субтитры, и когда субтитры включаешь, более понимаешь суть. По сути, видимо, даже они там слоги, может, проглатывали, или слова не так. Ну, короче, даже казахи сами не понимали, в чем суть песни и вообще текст песни. Вот, ну, блин. Тут про голоса пишут. Почему блокируете людей за критику, пишут. Комментарий. Помню, в интервью Есентаевой вы говорили, что клип не содержит никакого сюжета, а нацелен на раскрытие вокальных данных. Где, блин, тут раскрытие вокальных данных? Я не услышала никакое, в принципе, раскрытие. Господи, я не знаю, даже Айоми и то, по сути, как по мне, и то более раскрылись в своем клипе, как вот, который они выпустили. Клип, наоборот, у них получился наоборот, у них клип получился с сюжетом,
что-то придумать еще можно, а раскрытие песни и раскрытие нет. Это... Ну, короче, я не знаю, я не хочу серьезно никого огорчать, это мое мнение, но сняли, ну, что-то не то вообще. Как бы можно же было сделать что-то другое, что поставить именно группе Кешью, которые вот всегда со времен еще золотого состава Кешью привозили свою вот эту вот ниточку такую, свою именно индивидуальность. Сейчас этой индивидуальности просто нету, пытаются впихнуть все новое, все такое, короче, ну просто получается какой-то серьезный бред. Не могу, я не понимаю, серьезно. Я не в Казахстане живу, я как бы не имею права вас осуждать, но это выше моего понимания и вообще... Верните мне Кешью старых, пожалуйста. Верните мне старые группы, которые были интересны, которые снимали клипы именно с каким-то сюжетом, где можно было и прослезиться, и там и поулыбаться, и повеселиться. Сейчас пошло просто все однотипно, даже смотришь телевизор в России и думаешь, господи, что начинают снимать, как вообще-то начали показывать, и как это вообще пробилось в свет. Не знаю, не понимаю, серьезно. Я серьезно, я, конечно, как бы знаю, что сейчас мои слова могут вам как-то не понравиться или еще что-то, как бы это, в принципе, все нормально, это я понимаю, но как бы это лично мое, говорю, мнение, как бы я его сказала, и согласитесь вы, не согласитесь, это, конечно, ваш выбор, поэтому тоже напишите комментарий, понравилось вам, не понравилось, мне будет очень интересно услышать именно ваше мнение по поводу этого состава, по поводу этой песни, клипа и остального. Надеюсь, вам мой голос не так сильно помешал, то, что я тут шмыгаю носом через каждые 5 минут. Буду заканчивать. Вечером, скорее всего, появится реакция на Молданазара Ким Ол. И уже завтра, скорее всего, будет на Озин-Хана или через день. Не знаю точно. Новые реакции будут, я снимаю. Болела неделю, вы все прекрасно знаете. При этом ждите в субботу реакцию на Димаша, как обычно она будет. Все, буду прощаться. Всех вас очень сильно люблю, спасибо, что вы у меня есть. Многие мне писали, кстати, да, не закончила, многие написали мне фразы на казахском, я их прочитала и составлю какую-нибудь такую речь, попробую, буду в каждом видео, возможно, ее говорить. Поэтому я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что вы у меня вообще есть, то, что меня поддерживаете, смотрите, подписывайтесь на меня, мне это прям вот серьезно очень нравится. Блин, ребят, спасибо, серьезно, вы клевые, вы крутые, обязательно будет возможность, я приеду в Казахстан. Со всеми встречусь в разных городах, может, поэтому ждите, со всеми буду прощаться. Всех очень сильно люблю, уже, наверное, 3 раз это повторила. Всех, короче, люблю, обнимаю. Пока!